Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день, на 17 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Это у нас карта дня. Это то, что нам будет мешать, то, что будет помогать. И события, основные события, которые в этот день будут происходить. Так. Итак, у нас карта дня Дама Бубновая. Карта говорит о том, что сегодня день каких-то возможностей, день, когда будет какая-то перемена, возможно, неожиданная. Могут какие-то люди приходить, могут обстоятельства какие-то происходить, новые, совершенно неожиданные. Карта, когда, допустим, ничего не получалось, не видно было выхода, и вот возникает какая-то возможность, какая-то альтернатива. Что еще здесь может быть у нас? Может быть, придется быть посредником в каких-то делах, во взаимоотношениях, при перемирии кого-то. Может быть, придется искать тех людей, которые помогут нам продавать или помогут какие-то важные вопросы решать. А также карта говорит о том, что приходит сразу, может быть, несколько возможностей и приходится выбирать. Карта связана очень часто с какими-то неожиданными новостями, с какими-то даже, может быть, шоковыми ситуациями. Давайте посмотрим, что же больше всего у нас здесь затрагивается. Больше всего здесь информация какая-то, информация, которая касается наших близких людей. Вот больше всего здесь какая-то у нас шокирующая информация, либо потребуется вмешательство в дела близких людей для того, чтобы им помочь. Дальше, то, что будет мешать, восьмерка бубновая, будет мешать то, что мы полагаемся не на себя, а на других людей или на обстоятельства, или на высшие силы. То есть мало действуем, не решаем сами, стараемся не брать на себя ответственность, инициативу. Что будет помогать? Будет помогать как раз обратное, да, когда мы как-то легче относимся к жизни, когда мы не зацикливаемся на каких-то сложностях, когда все новое мы воспринимаем с радостью. Вот это будет удача. Также хорошая карта для поездок, для каких-то праздников, для общения с детьми, для того, чтобы как-то повеселиться, пошутить, подурачиться, да, вот быть собой. Не думать о делах, не думать о проблемах, а вот быть таким вот человеком легким, расслабленным. В то же время, если приходит какая-то возможность, нужно также легко на нее реагировать, не думать, чем это все закончится, как это все будет. То есть как-то легче нужно к этому относиться и чувствовать душой, чувствовать интуицией, что нам подходит, что нет. Теперь события. События Валет Трифовый. По этим событиям обычно происходят у нас споры, ссоры, конфликты. Но если в хорошем смысле, то это может быть любая уборка. Может быть, мы будем выбрасывать какие-то вещи ненужные. Да? Может быть, здесь какая-то физическая активность, может быть, спорт, соревнования какие-то. Да? Или, может быть, здесь придет такое решение расстаться с человеком, который долгое время был с вами. А может быть, это не ваше решение, может быть, этот человек захочет сам уйти. Но вот карта говорит о том, что он лишний, он вам мешает. И вот эти все карты, они говорят о возможностях, об обновлении, о том, что может старое уходить, новое приходить. Вот особенно это касается либо каких-то лишних людей, либо каких-то лишних вещей, а может быть, мы откажемся от каких-то лишних действий, от лишней какой-то активности, от вмешательства в дела других людей. Или, может быть, знаете, вот если очень часто по этой карте какой-то человек не принимает нашу любовь, равнодушно к нам относится или отвергает наши чувства, да, и вот карта говорит о том, что мы можем как-то добиваться, стараться решить этот вопрос, а карта говорит, нет, нужно отказаться, нам не нужны такие отношения, где нам нужно добиваться внимания. Так, давайте посмотрим, чего больше всего касается. Больше всего это касается самого нашего сокровенного желания,
А для кого это что? Может быть, кто-то мечтает о таком близком человеке, который посвятит ему всю свою жизнь. Кто-то мечтает о собственном доме, кто-то мечтает о работе, о деньгах. И вот для вас вот какие-то сложные ситуации сегодня будут возникать именно вот в том, что больше всего нам дорого. И вот карта предупреждает, что нужно легче относиться к тому, что будет происходить. Так, что еще здесь может быть? Сексуальная активность тоже по этой карте очень часто идет. И также, знаете, вот карта предупреждает от любого рода зависимостей, отклонений от нормы. Это может быть переедание, это может быть лишний там, алкоголь и так далее. Также следующее событие по девятке бубновой говорит о том, что что-то будет уходить. Это может быть восприниматься как потеря, а это может быть даже и облегчение от того, что вот что-то из жизни ушло. Да? То есть это не обязательно отрицательно мы как-то будем реагировать на то, что заканчивается. Может быть, просто вот в жизни какой-то период, знаете, какая-то черта, мы подвели черту под отношениями, под каким-то своим, может быть, поведением, под какими-то эмоциями. В общем, мы уже больше никогда так не будем проявлять себя или, может быть, не допустим какого-то человека в свою жизнь или не допустим, чтобы какие-то обстоятельства на нас влияли. В общем, что-то очень важное такое. Особенно это связано очень часто с поведением, знаете, таким деструктивным поведением, как нас самих, так и близких людей. То есть либо мы от близкого будем требовать поведения, как бы, которое учитывает наши интересы, да, с уважением к нам, чтобы он относился, либо мы сами будем как бы отказываться от каких-то негативных слов, поступков и так далее в адрес близкого человека. И вот смотрите, здесь может быть такая критическая ситуация, когда либо вы поставите человека перед выбором, либо он скажет, вот выбирай, если я остаюсь, то как бы ты ведешь себя так. Или наоборот, вы будете такие же слова говорить своему близкому человеку. Либо это может касаться работы, да, допустим, вы понимаете, что уже как вы не бьетесь, а с работой ничего не получается, и понимаете, что вам нужно здесь менять направление, выбирать какое-то новое направление для того, чтобы у вас были деньги, для того, чтобы вы были задействованы в каких-то делах. И, может быть, вот этот день будет как раз трудный из-за того, что есть осознание этих необходимостей перемен, а может быть, они сами даже уже начинают происходить здесь. Девятка тарифовая говорит о том, что сегодня будет хотеться как-то показать совсем другое свое лицо, не так, как мы выглядим на самом деле. Это может быть с положительной стороны, когда мы себя украшаем, там красивую одежду одеваем и так далее, да? А может быть, это какой-то, ну, игра какая-то, когда мы лицемерим, когда мы какую-то маску носим, когда мы обманываем и себя, и других. То есть вот могут быть какие-то обманы, могут быть какие-то, как это сказать-то, манипуляции, да, вот что-то такое. Особенно это связано с профессией, очень часто бывает, да, может быть, какой-то из ваших коллег прикидывается, что он ваш друг, а на самом деле может вам какой-то вред принести. Но также и в личных отношениях эта карта может проигрываться. Нужно все-таки стараться самим сегодня говорить правду, быть искренними и вот настраивать на это своего партнера, потому что иначе может быть конфликт тут. То есть это как-то очень важно, вот именно быть собой, не одевать маску, даже если очень хочется сказать неправду, даже если очень хочется как-то быть лучше, чем мы есть на самом деле, все равно вот это может очень сильно навредить, помешать. Следующее событие по семерке червовой связано с семьей, с родителями, с домом. Может быть, кто-то из родителей приезжает, может быть, вы приезжаете к родителям, да, какая-то помощь, что-то связанное со здоровьем, может быть, для кого-то выздоровление, для кого-то это, знаете, вот такое значимое улучшение. Когда все идет в рост, у нас улучшается здоровье, у нас прибавляется сил, у нас находится какое-то дело всей нашей жизни, находится человек, который может с нами всю жизнь быть, да, то есть вот мы можем познакомиться с новым человеком, который нам подходит. Это может быть разрешение любых конфликтов в семье. Но в то же время по этой карте очень часто и критические ситуации происходят. Если в отношениях в семье, в доме что-то не было решено вовремя, оно как раз сегодня может проявиться. И чем это может обернуться?
В основном это касается детей и каких-то обновлений, связанных с вашей жизнью совместной, и покупок. Да, вот здесь вот могут быть какие-то сложности. Особенно может быть ссоры из-за того, что, допустим, женщины приобретают какие-то красивые вещи, а мужчины могут говорить о том, что вот нам не хватает там на семью, на детей и на самое необходимое, да, вы тратите на что-то. Либо споры по этому поводу могут быть. Так, теперь для тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что нужно общаться больше для того, чтобы познакомиться. Для тех, кто в паре, карта говорит о том, что неплохо было бы разрешить какие-то вопросы, которые долгое время вот висят. Оплатить счета, может быть, какие-то бумаги заполнить, прибрать в бумагах, лишние бумаги выбросить. Может быть, нужно подумать о том, что какая-то доверенность нужна одному из партнеров. Но сегодня воскресенье, вряд ли вы будете здесь оформлять, но поговорить об этом можно. О каких-то завещаниях можно говорить, там, о дипломах, о разного рода бумагах, о паспортах и так далее. Также карта связана у нас с работой, да, можно поговорить, решить какие-то рабочие моменты, обязанности по дому и так далее. Кстати, ошибки в документах какие-то можете найти сегодня, так, которые вот почему-то вот для вас обоих важны. А может быть, будете договариваться, допустим, те, кто еще не в браке, может быть, будут договариваться, допустим, заключить брак, расписаться, да, какие-то заключить соглашения, либо будут смотреть, допустим, недвижимость, там, дом, да, для того, чтобы приобрести, либо наоборот будут показывать для того, чтобы продать. В общем, что-то связанное со сделками, с документами разного рода, вот эти ситуации могут проигрываться. А могут быть даже споры какие-то вот по этому поводу между вами. И для тех, кто в ссоре, десятка червовая, карта говорит о том, что вы распрекрасно можете помириться, если поговорите по душам, по-дружески, поймете друг друга и так далее. Для работы, те, кто в поиске работы, сегодня не время, да, сегодня воскресенье. Дальше, для тех, кто работает, семерка бубновая, ну, хорошее время для того, чтобы поучиться чему-то новому. И для тех, у кого свое дело, карта тоже говорит о том, что лучше побыть дома, если и работать, то только из дома. Так, теперь для тех, ну, для денежек спросим, для денежек. Для денег очень удачный этот день в плане покупки-продажи и в плане, как бы тут сказать, ну, что-то здесь меняется в ваших финансах. Подумать о том, какой новый источник дохода для вас может быть. Что вы еще можете сделать, чтобы зарабатывать деньги. Совет вам на день. Совет говорит о том, что нужно вести себя мудро и, знаете, не кусать, скажем так, тех людей, которые рядом с нами, не кусать руку дающего, скажем так. Также карта говорит о том, что может быть, опять же, желание быть другим человеком, да, как бы прикидываться, скажем так. Может быть, рядом с нами люди не могут как-то себя проявить, вот, показать свое истинное лицо, потому что, может быть, мы критикуем, очень резко себя ведем, или, может быть, агрессию проявляем, да. И вот карта говорит о том, что вот очень важно сейчас говорить правду, не манипулировать другим человеком, быть собой, быть искренним и как-то оберегать другого человека от каких-то, ну, от нашей агрессии, да. Ну и, конечно же, если есть агрессия со стороны других людей, да, то нужно очень как бы резко здесь как сказать, ну, обрывать, скажем так, да, человека. Ни в коем случае. Вплоть до того, что разрывать общение даже, если человек себя ведет неподобающим образом. Так, друзья, желаю всем прекрасного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.